В прошлом выпуске наши участники выполняли задание этапа «Спасатель», где, по их признанию, самым тяжелым испытанием была транспортировка условного раненого на изготовленных собственноручно волокушах из жердей и веревок. Волокуши каждый изготавливал, как он видел. Уже готовые волокуши попали под пристальный разбор старшего инструктора конкурса Петра Акимова. Расстояние судьи определили в полкилометра, и здесь команды набрали следующие баллы. Первыми на трассу вышла семья Филипповых – Станислав, Альбина и Валентин. Отчаянно тяжелые полкилометра по снегу они преодолели за 2 минуты 3 секунды и набрали 4 максимальных балла. Всего к завершению основной части соревнований Филипповы набрали 28 баллов. Вторыми полкилометра преодолели Ксенофонтовы из Хангаласского улуса – Владислав, Светлана и Эдуард. Они уступили лидерам 1 секунду и набрали 3 балла, в сумме 24 балла. Козловы, Артур, Мария и Святослав преодолели путь задания за 2 минуты 50 секунд, набрав 2 балла, в сумме у них 22 балла. И Андреевы, Джулустан, Любовь и Айтал преодолели трассу условно без баллов, в сумме у них 14 баллов. Есть! Мы сделали это! Но сейчас, прежде чем мы проследуем на 3 оставшихся задания, которые выполнят 2 команды, я хочу сказать вам огромное спасибо от своего имени, от имени своих коллег телеканала Якутия-24, что, во-первых, откликнулись на нашу небольшую рекламку, да, что проявили интерес. С некоторыми из вас работали мы точечно, с некоторыми познакомились в результате обращений. Я хочу особо по итогам вчерашнего дня, Василий Александрович, наверное, поддержит меня, просто передать огромное уважение Айталу, который, да, впервые в жизни он вышел на высоту, еще раз, дружище, на высоту спасибо, порядка 5 метров, и впервые в жизни, да, такие моменты очень дорого стоят, когда впервые в жизни человек делает что-то выдающееся. Мы на природе? Это золото такое лишнее, а это золото такое теплое, потому что Omni-Heat Infinity отражает тепло твоего тела и согревает еще сильнее. Колумбия – золотой стандарт тепла. Партнер программы «Турслет» компания «Байнай Центр» представляет костюм-поплавок Rescue, уникальную разработку компании ХСН для любителей рыбалки и активного отдыха. Самые совершенные технологии, самые современные материалы и более чем 30-летний опыт на службе вашей безопасности. Ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. Байнай Центр, Якутск. Все хотят домой. Поскорее бы закончилась эта дорога. Поскорее бы увидеть родных, поделиться с ними радостью того, что вы снова дома, и спать. Стоп! А вы отдохнули перед дорогой? Дорога не терпит переутомления. Все может сложиться совсем иначе, чем вы представляли. Отдохните, наберитесь сил. Ваши родные всегда вас подождут. Дома. Итак, в полуфинал выходят 2 команды. Команда Ксенофонтовых из Хангаласского улуса, у которых 24 балла. Семья Ксенофонтовых, Хангаласский улус. Владислав, 43 года, работает в правоохранительных органах. Светлана, 42 года, социальный работник. Сын Владислав, 15 лет, учится в школе, участник движения первых. Всего в семье Ксенофонтовых 9 детей, 7 из них приемные. И команда Филипповых из Алекминска с 28 баллами. Семья Филипповых, Алекминский район. Станиславу 42 года, маме Альбине 36 лет. Работает преподавателями в техникуме. Сын Валентин 15 лет, школьник. Всего в дружной семье Филипповых 5 детей.
Первое задание полуфинала – вязка узлов. Обязательный этап любого турслета. Итак, первая семья, подходим к рубежу вязки узлов. 3 человека. У вас у каждого по 2 веревочки. Подходим одновременно. Все понятно, да? Раз, два, три. Начали! Итак, пошла активная вязка узлов. Со стороны выглядит совершенно непонятно, потому что человек, который не разбирается в узлах, как я, например, абсолютно не может сказать, правильно двигаются участники в правильном направлении или нет. Вот уже я вижу 3 узла завязаны. Петр Семенович довольно улыбается, значит, все идет правильно. А может быть и наоборот нет, но тем не менее практически все уже закончили вязку. Контрольного времени оказалось более чем достаточно. Так, финиширует. Все. Время остановлено. Так, здесь узел правильно завязан. Вот семейство. Так, здесь тоже нареканий нет. Здесь нареканий нет. Здесь нареканий нет. Все верно. Здесь нареканий нет. Здесь тоже нареканий нет. Все верно. Время, за которое команда справилась с 6 узлами, 40 секунд. 65, 40, 65. Это меньше минуты. Я считаю, что это очень хороший результат. Сейчас посмотрим, как справится с этим заданием вторая команда. На счет 3 начинаем вязку узлов. Можете пока гипнотизировать веревки, чтобы они сами завязались. Я видел такое, да, Винди. На старт. Внимание. Марш! Начали! Как у них все это получается складно. Петр Семенович, научишь ли ты меня когда-нибудь вязать узлы так же круто, как это делают наши участники? Руки на морозе стынут, пальцы не слушаются. Оно и понятно. Сейчас, конечно же, не лютый мороз, но все равно довольно суровая погода стоит. Так, пара узлов уже у нас завязаны. Осталась мама. Так, да, подсказывать можно словами, направлять действиями. Все на верном пути. Отлично. И осталось 1,5 узла. Так, вот, готов. Угу. И последний узел. Вся семья болеет. Так, тут уже, да, конкретные указания. Давай. Да, затягивай. Стоп! На первой же проверке узел папы семейства саморазвязался. Я не знаю, хорошо это или плохо. Кажется, это не очень хорошо. Так, здесь все, нареканий нет, эвенкийский узел твинет. Отлично. Здесь эвенкийский узел твинет. Так, у нас это... Ага. Так, иногда бывает даже сложно разобраться специалистам. Так, здесь у нас кифовской узел. Это типичная ошибка, когда длинный конец получается. Это не калмыцкий, не Том-Тубай. Это кифовской узел. Он похожий, но ошибка есть. Я вам объясню, если потом. Так. Что у мамы? Тут, если это вы делали калмыцкий узел, то у вас это неправильно. Здесь у вас, да, здесь у нас все принято. Последний выстраданный узел завязан правильно, ура! Калмыцкий узел, Том-Тубай не принят, это неправильно. Видите, да? Он не должен затягиваться у нас. Возвращаемся на базу, нас ждут еще 2 испытания. Самый разгар дня, середина дня у нас сейчас, 2-й час. И нас ждет еще кое-что интересное. Пока участники идут к базе, мы немножечко отдохнем. Маракуйя хорошо, ананасы хорошо, манго тоже хорошо, а тушенка лучше. Хорошо там, где есть чоккай ас. Второе испытание полуфинала – скоростной подъем на жумарах, устройствах для подъема по веревке.
Засчитывается время всей команды. Ну, вы уже знаете, что к чему. УЗ вам не позволяет, если вы вдруг поскользнулись случайно, ну, по привычке отпустили руки, Жумар захватывает вас и держит на том же уровне, куда вы дошли. Опять восстановили равновесие и опять пошли дальше. При этом будет удобнее, если вы будете продергивать веревку вот здесь. Сама по себе веревка, она же мягкая, вы толкать будете, она будет изгибаться здесь, но не проходить. Для того, чтобы решить этот вопрос, команда может здесь как-то помочь товарищу. Как? Подумайте сами. Главное, чтобы веревка не уходила, когда человек толкает Жумар вверх, чтобы веревка здесь не уходила к нему. Ну, я вам помогу перестать. Вы все будете стоять и втянуты. На самом деле так, как это не делается. Но у нас, так как вы не обучены, товарищи, чтобы не терять время, потому что у нас это видит на время, вдруг я где-то неправильно буду крутить, уроню и так далее, чтобы это не было. Вы все сразу оденете, стегнете, встаньте здесь. Первый пошел, поднялся, все снял страховочный вот этот узелок, да, крикнул «Свободно!» Второй побежал. Второй побежал, все снял, «Свободно!» Третий. А вы можете спускаться либо здесь, либо вот там. Поэтому восьмерки вы, если возьмете с собой... Ау. Ладно, тогда спортивным способом знаете, да, как? Оп. И вот здесь. Вот таким способом вы там можете спускаться смело. Для торможения себе, для ускорения от себя. Так, первый человек пристегнулся, второй. Кто идет? Сейчас нам предстоит, точнее не нам, а участникам команд предстоит подъем на жумарах. Технически это не так сложно. Жумар достаточно простое приспособление. И более того, вчера была у всех небольшая практика по подъему. Поэтому я уверен, что с этим заданием все справятся просто на ура. Здесь мы также соблюли обязательно все меры предосторожности. Все застраховано. Все люди проверяются нашими опытными экспертами. И сейчас это должно быть очень динамично и зрелищно. Подъем на жумарах, господа. Так, итак, если все участники готовы, то начинаем, приступаем к испытанию. На счет 3 рвемся в бой. 1, 2, 3. Пошли, друзья! Бегом! Это очень динамичная дистанция, она достаточно зрелищная, но в то же время не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Высота не совсем олимпийская подобрана, но и не такая простая. Все-таки нужно затратить достаточно много усилий, чтобы подняться наверх. Первый участник 7 ксенофонтовых наверху. Ждем сигнала, веревка свободна. Свободно. Второй участник 7 устремляется в атаку. Мне кажется, чем больше будет натоптана эта трасса, тем сложнее. Смотрите, осыпается снег, осыпается песок. Все обваливается. Это вам не просто стена. Так, второй участник уже наверху. Ждем условленного сигнала. И теперь папа, отец семейства, ринулся на дистанцию. Тоже очень динамично идет, но здесь уже, да, все осыпано очень серьезно. Напоминаю, что будем учитывать общее время, и сейчас через несколько секунд будет уже стоп. Так, Дмитрий, готовимся фиксировать, ждем сигнала. Итак, он наверху. Свободно! Стоп-таймер. Есть результат первой команды, первой семьи. Все поднялись. Так, все участники готовы.
Выходим на старт, чуть-чуть растянемся, не мешаем друг другу на старте, чтобы веревочки не запутались. Итак, готовы? Даем отмашку на старт на счет 3. 1, 2, 3. Пошли! Также очень быстро начинается восхождение. Да, с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Но, тем не менее, это не останавливает их. Смотрите, как быстро они все преодолевают эту дистанцию. Участник наверху. Сейчас освободится веревка. Готовится мама. И ринулась в бой. Да, сложно по уже проторенной дорожке подниматься. Приходится использовать по бокам нетронутую целину, нетронутый песок, еще не обсыпанный. Но, тем не менее, это возможно. Склон не такой уж и крутой, но, тем не менее, нужно постараться. Снег, перемешанный с песком, он не дает как следует зацепиться обуви. Особенно неподходящие. Особенно не спортивной обуви, да. Так, все, она наверху. Теперь освобождение веревки, пара секунд. Не должен быть наверх. Свободно! И веревка свободна. Последний участник, папа, отправляется в атаку. Так, Дмитрий, готовимся делать стоп таймера. Буквально через пару секунд освободится веревка. Папа наверху. И так. Все. Время есть, время зафиксировано. Обе команды быстро, динамично и активно прошли это испытание. Так, ну что, наш солнечный, но ветреный и прохладный день продолжается. Сейчас у нас финальные испытания. Это зиплайн, самый длинный зиплайн на Дальнем Востоке. Длина его около 340 метров. И нашим участникам предстоит сейчас пролететь с шикарным видом на город Якутск. Мы находимся возле стартовой точки последнего испытания. Это будет самое зрелищное, самое веселое испытание Zipline. С этой вышки участники будут стартовать, проноситься над всем парком, над смотровой площадкой и финишировать вон там вдалеке. На минуточку, этот зиплайн самый длинный на Дальнем Востоке. Это говорит о том, что ощущения здесь должны быть просто непередаваемые. Сейчас мы стоим в непосредственной близости от вышки, ждем наших участников и через несколько минут начнем их запускать в небо. Так, здесь наверху еще ветренее. Причем ветер такой немножко, как будто бы чуть-чуть в спину будет дуть нашим участникам, но такой боковой. Вот с той стороны, сзади меня, получается, вот так вот будут идти участники. Да, вот, кстати, флаг. Да, тут полностью боковой практически ветер. Вот. Получается, скорее всего, может их будет закручивать. Но это вот непредсказуемая вещь. То есть еще и непонятно. Если тяжелее участник, да, то есть возможно, что он даже может приехать быстрее, чем более легкий участник из-за ветра. Меньше трения коэффициент, да, то есть у тяжелого человека больше инерция, да, кинетическая энергия. Короче, в общем, ничего не понятно. Но будет у нас, получается, 6 заездов же, да? 6 заездов.
Чувствуете себя космонавтами? Зависит также от ветра, потому что ветер, если сильный порыв, прям встречный придет, то есть возможность. Итак, команда готова к запуску. Все участники находятся на стартовой, на верхней площадке. Идет последний инструктаж. Да, дрон здесь. Еще раз. Все поняли? Просто влево, вот так выкрутись. Запомнил, да? До смотровой площадки доезжаешь, ноги группируешь. То есть вот так вот. Два, три, пошел! Первый пошел, Дима! Все, подтверждаем. Ой, вау! Вид отсюда шикарный! Молодец. Отлично. Как ощущение? Отлично. Мощно, да? Да. Поздравляем, аккуратно. Мы увидели, как первый участник стартанул, он просто скрылся там вдалеке, настолько длинный этот зиплайн. С трудом можно разглядеть точку финишировавшего участника. Он пролетел над смотровой, и прямо гул, звук от троса здесь мы слышали на протяжении, ну, действительно, 40 секунд приблизительно. Сейчас мы готовим к старту вторую участницу этой семьи. Время зафиксировано. Итак, сейчас будет еще одно испытание. Раз, два, три. Дима, пошла! Есть! Как ощущение? Очень классно. Адреналин, да. Очень классно. Быстрый, легкий, летишь, да? Летишь, о жизни думаешь. Ага. Ветер немножко помешал. Он меня хотел вот так вот покрутить вообще. И как мне инструктор сказал, мне это очень понадобилось, потому что я немножко себя отреагировала, вот так, урегулировала, да? Ага. И очень хорошо. Прилетела именно. Лучше заставил. Одну сторону. Раз, два, три. Ух, какая красота! На фоне заснеженных склонов очередной участник устремляется вдаль. Мы видим прекрасный вид на город. Сегодня нет тумана, нет снега. И этот вид, он еще больше мотивирует и радует наших участников, потому что это, во-первых, последнее испытание, во-вторых, это самое красивое, самое зрелищное испытание. Как мы видим, здесь проходит доскональный инструктаж, проверка всех страховых систем. Это очень важно, потому что безопасность – это самый важный момент в таких активных играх.
А вы сами решили тормозить, да? Как впечатление? Летаешь, как сокол, как кангаласский орел. А я что? Полетел. Полетел. Вообще классно. Что ты едете? Первый раз. Ну да. Ощущение скорости большое там? Да, у меня большой. Вес большой. Инерция? Это конкретная инерция. Вон, видите? Хоть это не было, потом Дальше, да? В Покровск? Да, Покровск. Вообще классно. Спасибо всем. Вот это организаторам такой. Одна двухминутная готовность. И 3, Альбина пошла. Бесшумно, да? Вот так. Ваши впечатления от аттракциона? Было страшно. Так, проходите. А на старте разбегались? Разгонялись, да? Качнул и отпустил. Ой, что-то как-то это... Пока не верится, да, что пролетели? Все, здорово. Ну, время записали. Поздравляем. И 3, пошел! Это был самый скоростной запуск, самый реактивный толчок, потому что, друзья, от веса зависит очень многое. Чем больше вес, чем больше массы, тем больше ускорения, соответственно, человек гораздо быстрее и динамичнее пройдет трассу. Но для детей, для подростков с небольшим весом инструктор делает специальный сильный толчок, чтобы гарантированно доехать до точки финиша. Это, конечно же, да, ускорит их передвижение, уменьшит время, но зато они доедут стопроцентно. Команда на финише принимает их, и у нас остался последний участник этого испытания развлечения. Опа! Отлично. Вот так же лет 14-15 назад тебя аист привез. Знакомое ощущение, да? Как впечатления твои? Впечатления вообще очень такие прям адреналин. Что еще сказать? Ну ты летел, не кричал. Нет. Двухминутная готовность. Мы готовы запустить последнего участника. За каждым следишь, потом спускается следующее. Три, поехали! Оба! Отлично.
Как ваши ощущения? Очень большой адреналин. Ну, чуть немножко ветрено, чуть прохладно, но ничего. Отлично. Поздравляем. Так, ну, как вам завершающий этап турслета? Ой, ну это не передать словами, конечно. Это надо самим. Да, это надо вот реально надо на себе это все испытать, вот эти чувства, эмоции, и страх, и такое переполнение эмоций, все одновременно это происходит на самом деле, но это очень круто, это очень круто. Здорово. Как у вас? Как у главы семьи? Ну, пока, да, столько длины, да, первый раз. Но пока еще не отошел. Адреналин еще пока играет. А где было страшнее, на старте или в середине, или в конце? На старте, конечно, пока. Куда-то шагнуть вперед, да? Да. Ага. Да. Здорово. Так, ну а твои впечатления? Мои впечатления. Ну, также нужно прочувствовать это все на себе. Это не передать словами. Ну, все, наверное. Здорово. Ну, поздравляем вас. Ждем теперь результаты. Спасибо. Как многие уже поняли, зиплайн в парке Урдель – это бонус командам, подарок от организаторов. В общем итоге победителями сезона «Зима» цикла «Турслет» становятся Филипповы, семья преподавателей техникума из Алекминска – Станислав, Альбина и их сын Валентин. Ксенофонтовы – многодетная семья из Хангаласского улуса, воспитывающие помимо своих 2 детей еще 7 приемных детей, уступают лидерам всего 2 балла. Друзья, вот и закончились наши испытания. Все 2, даже 2,5 дня прошли очень активно и насыщенно. Не скрою, мне бы и самому хотелось попробовать что-то из того, что пробовали наши участники. Я думаю, им было сложно, было весело. В какой-то момент, может быть, они готовы были почти сдаться. Но я видел, как они переживали друг за друга, как они достойно прошли все испытания. Я думаю, что они получили сплошное, огромное удовольствие от того, что приняли участие в этом проекте, от того, что они сделали это, смогли это сделать всей семьей. Мне кажется, традиция этого конкурса, этого проекта должна просто продолжаться. И вот посмотрите, разве это не прекрасно на такой природе, в такое замечательное зимнее время, в красивой местности пройти все испытания друг с другом. Я рад, что вы все успешно прошли наши испытания. По моей части это веревочная техника. Я думаю, вы познакомились, вам понравилось и какие-то эмоции испытали. Мы надеялись, что у вас все это получится, и у вас все получилось. Хотя, в принципе, скажем так, некоторые этапы были для вас новинку. Были какие-то элементы страха, то есть фактор страха тоже присутствовал, но вы все все справились очень хорошо. Так что я надеюсь, что вы, несмотря на то, что наши соревнования заканчиваются, наши этапы закончились, вы продолжите потом сами самостоятельно как-то развиваться дальше. Что-то вы узнали для себя, что-то заинтересовало, можете уже, самообразование никто не отменял. Так что вы сами можете еще позаниматься. Закончили мы, молодцы. Самое главное, о чем я всегда говорю и говорил вам, о том, что то, чем мы здесь занимались, все это имеет прикладное значение. Даже если вы иногда думаете, что веревки эти вам никогда не пригодятся, жизнь длинная, наступает момент, когда нужно завязать узел, от которого много зависит. Будь то, значит, быка привязать или лодку на реке. Поэтому спасибо вам, что вы такие активные. Я хочу поблагодарить еще и нашу судейскую бригаду. Они мужественно тут на морозе топтались несколько дней. Спасибо им. И в заключение сказать, что мы связь с вами не теряем. Мы от Федерации спортивного туризма будем с вами контакт поддерживать, высылать вам все наши проекты, все наши мероприятия будущие. Может быть, вы соизволите и, как говорится, посетите нас и примите участие в наших соревнованиях, сборах и еще каких-то других интересных вещах. Зимний сезон телепроекта «Турслет» всей семьей подходит к концу, но это еще не все, друзья. Следите за 2-м сезоном испытаний, который пройдет в условиях сурового якутского лета. Жара, мошкара, белые ночи, купание в реках и много всего интересного вы увидите во 2-м сезоне.